О волейбольном Урале поговорим сегодня. Почему команда вроде бы неважно начала сезон, а потом выправила ситуацию и сейчас входит в пятерку сильнейших клубов страны. Итак, Валерий Багметов у нас сегодня в студии, президент волейбольной команды «Урал». Здравствуйте. Добрый день. Валерий Николаевич, мы с вами буквально 2 месяца назад встречались в этой студии, тоже обсуждали, как вступит в борьбу волейбольный Урал, что будет. И команда вроде бы тогда... Потом несколько матчей проиграла, а сейчас набрала ход, уже входит в пятерку сильнейших. Вот что было за эти 2 месяца? Знаете, сезон у нас начался с Кубка России. Ну, Кубок России все команды Суперлиги рассматривают как этап подготовки. То есть там смотрят молодежь, смотрят свой резерв, наигрывают составы, готовятся, короче, к чемпионату России, Суперлиги. Мы это тоже рассматривали как подготовительный этап. И Кубок России начали очень удачно. Сыграли в Казани удачно и в неплохой форме подошли к чемпионату России. Почему первые туры сложились не совсем так, как нам бы хотелось? Ну, этот сезон, он вообще своеобразен тем, что у нас идет эпидемия, она касается спортсменов в том числе. Тот сезон, 2 месяца мы вообще не доиграли. Этот сезон непонятно, как могли бы играть, но, тем не менее, почти все команды Суперлиги коснулось это заболевание, и многие команды закрывались и переносили свои игры, в отличие от нашей команды. Мы одни из первых попали в эту зону риска, где у нас практически основной состав заболел, ушли на карантин, и мы приняли решение играть чемпионат молодежью. Поэтому и сказывается тот результат в начальном этапе чемпионата, что мы 4 игры проиграли по причине отсутствия основных игроков. Молодежь просто не справилась с таким уровнем мастерства, зато мы увидели в деле свое пополнение, молодое поколение. Поэтому вот эти 4 игры, которые мы проиграли, связаны с отсутствием основных наших игроков. Сейчас постепенно игроки входят в форму, возвращаются со своей болезнью, втягиваются, входят в тренировочный процесс. И вот команда уже 5 туров подряд выигрывает. И мы надеемся, что в ближайшее время команда наберет еще большие обороты. Куда еще больше? Входите в пятерку? Вы знаете, мы всегда подходим критически ко всем даже положительным своим моментам. В пятерку мы входим по причине того, что мы обыграли. Мы, кстати, проиграли первые туры основным командам, которые находятся в верхней турнирной таблице. А сейчас у нас была бескомпромиссная борьба с командами, которые тоже претендуют на право играть в десятке. Это первый этап полуфинальной части. Вот. А пятерка, это первые 5 команд, это Еврокубки. И нам приятно осознавать, что мы находимся в вот этой мечтательной нашей зоне. Но многие команды, наши соперники, которые находятся ниже нас, они сыграли меньшее количество игр. Поэтому обольщаться мы не обольщаемся, но приятно осознавать себя в этой комфортной еврокубковой зоне. Оправдывают себя легионеры, на которых делали ставку в начале сезона, Муза и так далее. Вот они действительно вошли в команду, влились в этот состав? Знаете, канадец, у него большой перерыв в этом году был, не тренировался очень большой период времени. Ему втягиваться было сложнее. Музай, наоборот, он приехал в форме, но после карантина он форму немножко растерял. Мы надеемся, что он в ближайшее время вернет свою форму. А Перин, он уже втянулся, втягивается и уже достаточно зрелый показывает волейбол. Игорь Шулепов тоже у нас поменялся наставник команды. Довольны ли этой, потому что этим обновлением, потому что вы ему тоже своего рода аванс дали, когда пригласили на пост главного тренера. Довольны этим решением своим? Ну, я еще Шулепова Игоря знал, когда ему было 17 лет, когда он еще был в молодежке, в Свердловском волейболе, начинал свою карьеру. Поэтому я надеюсь, что Игорь будет учиться, расти как тренер. Задатки у него есть, желание огромное, поэтому я надеюсь, что наши отношения они должны сложиться, и будем надеяться, что команда тоже будет взаимодействовать со своим главным тренером в одном направлении.
Решился ли вопрос с зарплатой игроков, потому что были задолженности даже перед бывшими игроками команды? Как-то удалось разрулить эту ситуацию? Да, команда прошлого сезона имела задолженность за прошлый сезон, но на данный момент задолженность стопроцентно ликвидирована. Мы вздохнули легкой грудью то, что мы перед ребятами рассчитались, вот, и продолжаем дальше идти вперед и будем стараться, чтобы впредь такой момент не повторялся. Вот вы сегодня сказали, что в первых матчах пришлось выпустить на матчах Суперлиги молодежь нашу, чтобы посмотреть ее в деле. Я понимаю, что тогда мы матчи проиграли, и тем не менее игроки впечатлили, им есть куда расти. У нас есть. По крайней мере, тренерский штаб увидел, что этим игрокам еще нужно очень много над собой работать, чтобы добиться того, чтобы попасть в элитный дивизион Суперлиги. Это мы увидели. Пока есть особой удовлетворения, радости мы не ощутили. И много-много надо еще работать молодежи, чтобы они могли достойно зайти в команды Суперлиги. Но вот для того, чтобы достойно зайти, у нас же все-таки выстраивается система волейбольная. Правильно я понимаю? Есть и Стерлитамакский Тархан, и молодежка Беркута Урала, и женская Уфимочка Улганту. Удается выстроить эту систему, чтобы игроки попадали потом в Суперлигу? Система, она выстраивается. И мы планомерно планируем ребят с молодежки, кто переходит в Тархан. Из Тархана лучшие из лучших попадают к нам. Мы хотим, чтобы это все происходило быстрее, но, к сожалению, нужно время, чтобы подготовить игрока высокого уровня, нужно время. Год-два этого недостаточно. Но система, она уже заработала, но пока мы еще выхода достойных игроков к нам, команд Суперлиги, мы пока не видим. Мы пытаемся их привлечь и посмотреть, но пока они не готовы. Что вы будете предпринимать в этой ситуации? Тренерская работа должна быть. Здесь мало набрать талантливых ребят, собрать. Их еще надо научить правильно. Должен быть сильный педагог-тренер, который может им дать, подготовить их до уровня высоких мастеров. А у нас есть такие тренерские кадры? Вот, когда я пришел, честно сказать, тренерские кадры, у нас было много приезжих тренеров, игроков много приезжих. Сейчас у нас начали появляться и свои игроки, и свои тренеры. Ну, как правило, это бывшие игроки. Это так везде у нас принято, что бывшие игроки, они переквалифицируют в тренерскую работу, и игроку обязательно надо учиться, чтобы стать тренером. Неплохо справляется пасечник Игорь со своей работой в молодежке. Ну и Тархан тоже, там достаточно квалифицированный специалист работает. И я надеюсь, что все-таки ребята будут с такими педагогами прибавлять. Беркут и Урала сейчас очень неплохо идут, бывает, у ребят случаются и победы. Кого-то все-таки по именам, может быть, рассматриваете, что кого ближе всего вы можете потянуть в команду Суперлиги? Мы сейчас имена пока не будем называть, потому что порой мы привлекаем кого-то из них в команду мастеров, и не потому, что он готов уже там быть, а потому что иногда кто-то заболел, кто-то травмировался, привлекаем. Ну и ребята, может быть, не совсем это правильно понимают и начинают немножко высокого о себе быть мнения. И это не положительно влияет на их рост, мастерства и трудолюбие. Поэтому сейчас фамилии я не хочу называть, но такие люди есть. Очень строгий у вас, конечно, подход. Очень строгий. Мы максималисты, и я надеюсь, что наша команда и наша республика со временем должна зайти на рубеж команд Еврокубков, это пятерка. Потому что наш регион всегда славился спортом, и я думаю, что мы должны возвращать имидж нашей республики, в частности, на волейбольном поприще. Если вдруг команда войдет в Еврокубки, то где мы будем проводить матчи? Как таковая задача сейчас попасть в Еврокубки, она не стоит, потому что здесь все увязывается еще и с бюджетной финансированием, пока есть кризис, пока есть экономические есть проблемы. И наша задача наладить вот эту систему подготовки резерва, чтобы у нас появилась своя молодежь. Ну и очень грамотно необходимо проводить селекционную работу, добирать высококлассных игроков в команду. Вот здесь должна быть сильная работа менеджера по резерву, по работе с резервом. А если в Еврокубки команда попадет,
ну, не так это быстро может быть произойти. У нас просто нет ни одного спортсооружения, которое может принять такого рода уровня соревнований. Уфа-арена не устроит, если вдруг это... Уфа-арена — это нецелесообразно. Там есть хоккей, там есть другие виды спорта. Из-за одной игры выстилать Уфу-арену, лед топить — это нереально, это нецелесообразно. Должен быть свой специализированный комплекс. Но ведь речь об этом велась. Да, да, велась до этого и очень активно велась. И уже решения были приняты, но нагрянул коронавирус, и какие-то планы немножко сдвинулись. Но мы надеемся все-таки, что наша мечта осуществится, и республика, и город получат хороший спортивный комплекс волейбольный. Действительно, хотелось бы, чтобы эта мечта осуществилась, потому что история волейбольного клуба уже насчитывает как четверть века, и это будет очень серьезный юбилей. Какие-то будут мероприятия, может быть, какие-то турниры будут организованы, книга написана по истории клуба. Да, в ближайшее время мы согласовываем вопрос с Минспортом. Минспорт будет согласовывать этот вопрос с руководством нашей республики о проведении турнира памяти Мустафина Ульфата Мансуровича, который был у нас куратором волейбола 2 года. Это один турнир, который будет большой. Наверняка это будет март месяц. Это зависит будет от решения, принятого нашим высшим руководством. Второе мероприятие — это 25 лет волейбольной команде участия в Суперлиге. 25 лет, это четверть века. Вот. Это мы постараемся провести в канун или до мероприятия Лиги наций в хоккейном дворце спорта, Уфа-арена. Вот это и Лига наций летом, и через год, в 2022 году, чемпионат мира. Пока никто ничего не отменял, и пока все, что планировали, все планируется в это время проводиться. Ну и такие вот стратегические события, мероприятия, которые будут в будущем, а вот в ближайшем будущем предстоят еще домашние матчи Урала. Давайте пригласим наших телезрителей, чтобы могли поддержать команду. Хотя вы же проводите сейчас матчи без зрителей. Ну, мы отправили письма с просьбой о том, чтобы 25 либо 50% зрительного зала разрешили нам принимать, но это уже зависит не от нас. Такую просьбу мы свою отправили, ждем ответа, потому что все-таки в декабре у нас будет целых 5 туров, интереснейших туров в Уфе проходить, и которые, в принципе, и склонят чашу весов, где мы будем, на каком месте будет команда находиться. Очень интересные игры, и если кто-то из зрителей не сможет прийти, если нам разрешат, то обязательно надо посмотреть все это по нашему башкирскому телевидению. Спасибо большое, Валерий Николаевич, что пришли сегодня к нам в студию. Мы желаем вам прежде всего здоровья в этой сложившейся ситуации и, конечно, побед. Спасибо. А я напомню, что сегодня о волейбольном Урале мы говорили с президентом клуба, с Валерием Багметовым. Спасибо, что были с нами. Любите спорт и будьте здоровы.